Подготовка идет, я думаю, по плану, потому что у нас создано очень много комиссий по подготовке ИСЭХ-Улунко. Есть республиканский организационный комитет, и они провели несколько совещаний. И вот на прошлой неделе здесь провели общее собрание комиссии ИСЭХ-Улунко. И в Улусе мы тоже 12 комиссий создали. И эти комиссии по отраслям работают. Например, по размещению питания работает с предпринимателями отдельная комиссия. По культурной программе с Министерством культуры работает отдельная комиссия. И вот такие 12 по транспорту, по правопорядку тоже есть. Но особое внимание хочу обратить на комиссию предпринимательства. Да. Вот мы в основном, у нас большая надежда на них, потому что вся питание будет организовано именно предпринимателями. Мы планируем 27 больших объектов. Из них самое большое это Дом Улунко и Ал-Лукмас и 2 Ураса. Эти основные наши 4 объекта. Потом павильоны будут для лонхосутов, для Осохая, для концерта. Будет павильон отдельно для спортивных соревнований. Для кузнецов есть павильон. Таких будет 27 объектов. И в каждом объекте мы закрепили по организациям. Они уже начали свои работы. Проект есть, смета есть. Но весь вопрос стоит по финансированию. По финансированию сложности, конечно, есть. Мы сейчас работаем над получением бюджетного кредита. Мы написали концепцию ИСЭХ-Улунко, и там вообще цифра 9 – это для чурапчинцев особая цифра. Но это для якутов отдельная цифра. Это мужское начало называется, да? А Чурапча знаменита, она стоит на 9 холмах. Потом нам сказали, что это ИСЭХ проводится 9-й раз в Чурапче. Из этого мы вышли, что нам надо организовать что-то с цифрами 9. Да? И мы думаем, что мы сделали так, чтобы у нас в хоре участвовали 999 мужчин. Это будет грандиозное пение будет. Очень много сюрпризов будет. Я очень надеюсь. И этим главным режиссером мы именно избрали свою землячку Амгалену Ноторовну Барашкову. Она с прошлого года работает уже над сценарием. И там очень будет много интересного. Очень много сюрпризов будет. Конечно, мы приглашаем всех жителей республики посетить вот этот наш ИСЭХ-Улунко.